В прямом эфире «Чеченской вести» я, Рамзан Абуев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится среда, 30 июля. Честная благотворительность. Систематизированно, прозрачно, на месте исполнитель контролирует. В республике временно приостановлены все сборы денежных средств для жителей сектора Газа. Что известно о причинах? Готовность номер 1. После срабатывания автоматической пожарной сигнализации в здании началась организованная эвакуация людей. МЧС провело учения по отработке действий в чрезвычайных ситуациях. Как справились с задачами? Чемпионская битва. Это не просто соревнование, это дань памяти человеку, который заложил традиции развития спорта в нашем регионе. В Ведено состоялся турнир по смешанным единоборствам. Сколько поединков потрясли высокогорную арену? Бойцы спецназа «Ахмат» на Харьковском направлении выявили очередной укрепленный вражеский блиндаж, где находилась живая сила противника. Как сообщил Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале, расчет дронов без промедления нанес точечный удар. В результате попадание укрытия было полностью ликвидировано вместе с находившимися внутри неонацистами. Мэр Грозного Хас Магомед Кадыров провел выездную инспекцию на ключевых дорожных объектах. Начал он с осмотра путепровода над железной дорогой на улице Шерипова. Этот объект призван значительно повысить пропускную способность и устранить заторы, разделяя потоки автомобилей и поездов. Далее градоначальник посетил строящийся мост в том же районе. Он является частью программы комплексной реконструкции центральной магистрали, в ходе которой проезжая часть будет расширена до 6 полос, а также полностью заменены подземные коммуникации. Завершилась инспекция на мостовом переходе через реку Сунжа по Ленинградской улице. Его длина составляет около 70 метров, ширина 16. При его строительстве используются современные технологии и долговечные материалы. В Чеченской Республике временно приостанавливается деятельность различных благотворительных организаций по сбору денежных средств для жителей сектора Газа. Об этом стало известно в ходе рабочего совещания, которое провел помощник главы министра по национальной политике, внешним связям, печати информации Ахмед Дудаев. Он обсудил вопросы деятельности благотворительных организаций с представителями республиканской власти, правоохранительных органов, духовенства и СМИ. Причина приостановки – отсутствие должного контроля за сбором средств. Существует риск, что помощь не дойдет до нуждающихся или попадет в руки запрещенных организаций. Единственный способ гарантировать, что помощь достигнет адресатов – это осуществлять благотворительные инициативы только через проверенные и надежные каналы. На заседании также обсуждались сложности с доставкой гумпомощи из-за больших расстояний, что ведет к увеличению расходов и снижению эффективности. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова проводит подобную работу с начала трагических событий в секторе Газа. По инициативе главы фондом уже собрано 600 миллионов рублей на помощь Палестине. رمضان عشسة وأعمل عجي فوند ولا ده لازم تقبل دوت سنتو كوه دنيا تيح مصطمع أبوكسن مشكنا دي شهودو تصوصونا قاستين فلسطين أبولشنا غنا أوكل 600 مليون أودنا سحنا ريجيون يعتينش كي برحباخ كنشنا عن شوبا خص مشينا تقلت بلغ نيقا دي شدع ختنا تيجي دعدعش ساق تيجي عدي صوت نيتون قومت تارمي كوز دعي عدي أخشن ساق دقن سيجا أودا وصل ديش دو رمضان عش دائم استيعتقان وملوينا يات دلع حقوق عوي حقائق نرشة تون حقائقين بو هينز دعدي يوجدول حلوي ريز ده ريز مودات نا شيتي حريول بيب كسواك بويما بوخ ويناخ ديل انخيط متسوتر بو ساق ده قريع كوميرشة بو شي شور داخني دعدوخ مشينش دعدوخ دا دعدوخ شو دا دعدوخ شي شو عطي حرقولين دول شي سوام بوشة توخشة اي اخشنش حق ويخشة اي اخشنش организациеш خلو на месте исполнительш мюльшбу шханг дакоч дуцуна ху ючу му ючу насколько чистоплотно эрду
لقوي هم подходу прозрачности يوش شاشين لوغلي لوش بولغا وريسبوبليكا بيتشات اشتغلجا ويا ابولغا ستبيربو ستبيربو قد عنيس بنا систематизированно прозрачно на месте исполнитель милуцу гор суам мич ятса му ятса этун контролирует цулсона хинз гулин дег قديني قتشز قولين دول أخشوا أم وده министерс حوائط يونايدو مال أخش قولدنا إمو использовательنا إمش использовательنا полностью тюн отчет حقوقي. В условиях, где безопасность имеет первостепенное значение, особенно для наиболее уязвимых групп населения, сотрудники МЧС провели учения в Республиканской клинической больнице. Целью стала отработка действий в чрезвычайных ситуациях и подготовка спасателей к эффективной работе с пациентами медучреждения. Репортаж Рабиат Гатиевой. Республиканская клиническая больница, условный пожар на 3-м этаже, отделение урологии. В 10:00 на пульт регионального управления МЧС поступил сигнал о условном возгорании. В течение нескольких минут прибывают спасательные бригады. Масштабные пожарно-тактические учения направлены на отработку межведомственных взаимодействий. После срабатывания автоматической пожарной сигнализации в здании началась организованная эвакуация людей. На месте происшествия оперативно прибыло подразделение МЧС, которые незамедлительно приступили к проверке помещения и устранению возможной угрозы. Пожар сопровождался сильным задымлением, из-за чего отдельные пациенты и персонал не смогли самостоятельно выбраться из опасной зоны. К спасению подключились звенья газодымозащитной службы. При задымлении у человека всего 5 вдохов в запасе. После 3-го чувствуется недомогание и слабость, а 5-й может стать летальным. Поэтому обязательно передвижение именно ползком, прикрывая лицо мокрой тканью. Пострадавших с 3-го этажа, которые были отрезаны от выхода из-за плотного задымления, эвакуировали с помощью автомобильно-выдвижной пожарной лестницы. Спасатели в полной экипировке поднялись по лестнице на уровень 3-го этажа и из окон вывели условно пострадавших. Для нас не первое учение. Учения у нас бывает очень много, месяц, 2-3 раза бывают учения. Учения прошли очень хорошо, на мой взгляд. То есть с моей стороны замечаний не было. Все сделали правильно, без паники, с холодной головой. То есть действовали очень хорошо, как должны. Пожарные также приняли меры локализации и недопущения распространения условного огня, задействовав внутренние и внешние источники водоснабжения. Одновременно другие звенья МЧС выводили людей через коридоры в полной экипировке и с применением средств индивидуальной защиты. Общая группировка составила в сумме 86 человек личного состава и 12 единиц специальной техники. Проведение такого рода учений развивает алгоритм поведения сотрудников в случае чрезвычайной ситуации. При наличии пострадавших повышает уровень профессиональной готовности личного и руководящего состава. По итогам проведенных мероприятий подтверждена готовность медицинского персонала и всех спасателей при возникновении чрезвычайных ситуаций на данном объекте. Личный состав МЧС России по Чеченской Республике, сотрудники больницы и все задействованные экстренные службы показали высокий уровень подготовки, успешно выполнив все поставленные задачи. Подобные тренировки позволяют своевременно выявить слабые места в системе реагирования и укреплять реальную боеспособность в условиях чрезвычайной ситуации. Рабиат Гатиева, Джабраил Хаджиев, Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. В Грозном проходят масштабные субботники в рамках объявленного года Грозного и района имени Владимира Путина. На данный момент уже отремонтировано более 1500 подъездов, обновлено 222 детские площадки, приведено в порядок около 500 фасадов зданий и восстановлено 40 футбольных полей. Инициатором этих преобразований выступил глава, на призыв которого откликнулись десятки тысяч жителей. Участники субботников уделяют особое внимание комплексному благоустройству. Горожане с энтузиазмом выполняют поставленные задачи. Ход всех работ находится на контроле мэра Хасмагомеда Кадырова. В новом аэропорту завершается укладка взлетно-посадочной полосы. Ее протяженность составит более 3 километров при ширине в 60 метров. Покрытие из-за качественного бетона обеспечит долговечность. Обновленная воздушная гавань, которая занимает 110 гектаров, сможет принимать более 1,5 миллиона пассажиров в год и обеспечит доступ к основным туристическим направлениям России и зарубежья. При этом строительные работы не нарушают привычный ритм полетов. Репортаж Медины Мударовой.
Наталья Пасечник летит в Хабаровск транзитным рейсом через Москву. Из столицы Чеченской Республики отправляется часто и уже успела по достоинству оценить высокий уровень сервиса в аэропорту Грозный-Северный имени Ахмата Хаджи Кадырова. Внимательность персонала и комфортные условия делают каждую поездку максимально приятной, признается женщина. Все отлично. В аэропорту я уже третий год подряд. И никогда никаких проблем не было. Все очень уютно, чисто. Слышала, что полоса строится новая. Даже коллега моего мужа где-то принимал участие в строительстве. Вот. Ну, думаю, будет очень уютно. Надо будет прилететь еще раз посмотреть тогда на новый терминал. Аэропорт Грозный-Северный находится на активной стадии развития. По поручению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова внедряется в жизнь ряд ключевых проектов. Продолжается плановая модернизация аэродромной инфраструктуры. Это реконструкция взлетно-посадочной полосы. Работы охватывают замену изношенного покрытия и укрепление всех ключевых участков. Это гарантирует бесперебойную работу. Протяженность новой взлетно-посадочной полосы составит 3200 метров. Она спроектирована с учетом сейсмических норм. Стоит отметить, что реконструкция не нарушает привычный ритм полетов. Наш успех зависит от взлетно-посадочной полосы, насколько она технически готова к приему всех типов самолета. Но с удовольствием скажу, что с вводом в строй в этом году до Алма-Алах ведут ее строить. И с получением на этой полосе нового достаточного приемного оборудования для типов самолетов мы сможем принимать широкофюзеляжные самолеты. Это уже будет мощный рывок вперед. Это будет качественно, разы обслуживания будет пассажиров и авиакомпаний в том числе. Мы на этих самолетах можем уже свободно летать в Азию, Африку, Китай, Индия. Европу целиком все берем. К слову, активными темпами строится новый аэровокзальный комплекс. Всего будет построено 18 зданий и сооружений. Отдельная дорога свяжет уже имеющийся аэровокзал со строящимся международным терминалом. Пятиэтажное здание будет в форме полумесяца. Строительство ведется в рамках нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Это стратегический объект для всей республики. Он даст мощный толчок в развитии экономики и туризма. Вскоре этот аэропорт станет одним из самых современных и эффективных в России. Он откроет новые горизонты для бизнеса, туризма и личных путешествий. Это задача, которую поставил наш глава Чеченской Республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Грандиозность суперстройки впечатляет. На 110 гектарах круглосуточно гудит техника. Специалисты работают в 2 смены. Предполагаемый пассажиропоток более 1,5 миллиона человек. Аэродром сможет выполнить 50 взлетно-посадочных операций в сутки. На перроне предусмотрены 24 стояночных места для воздушных судов. У каждого объекта уже высокая стадия готовности. Вот. Взлет-посадочная полоса там порядка 90%. Там у нас остались какие-то недочеты. Вот. Там очистные сооружения. Ну, тоже основной там аккумулирующие резервуары мы выполнили. Вот. Ну, как бы везде ведутся уже завершающие отделочные работы и настройка инженерных систем. В первом этапе там какие-то мы вот этим летом объекты сдаем, вот, какие-то уже там у нас перейдут на следующий год. Все идет в соответствии с графиком. Работы на командно-диспетчерском пункте завершены на 95%. В этой огромной 55-метровой башне будут располагаться авиадиспетчеры и группы руководства полетами. Командно-диспетчерский пункт, в нем будут производиться работы по управлению самолетами. Все сигналы будут приходить в башню, из башни будут поступать сигналы. Закончены все строительно-монтажные работы, закончены работы по фасаду, проложены инженерные сети. Сейчас работы ведутся по завершению отделочных работ. Первым ввести в эксплуатацию планируется командно-диспетчерский пункт. Обновленная воздушная гавань, аэропорт Северный обеспечит доступ к основным туристическим направлениям на юге страны и по городам России. Медина Мударова, Магомед Басаев, Магомед Параханов. Вести, Чеченская Республика. Более 157 тысяч учебников по истории поступило в школы республики. Эти книги, предназначенные для учащихся 5, 6, 7 классов, уже начали поступать в библиотеки образовательных учреждений. Поставка осуществляется по инициативе Министерства образования и науки. В ведомстве подчеркивает, что обновление методической базы – один из приоритетов в работе с подрастающим поколением. Особое внимание уделяется гуманитарным дисциплинам, которые способствуют формированию у школьников целостного взгляда на историческое развитие страны. Обновленный фонд учебников расширит возможности преподавания, сделает процесс изучения истории более увлекательным и содержательным.
Согласно приказу Министерства просвещения Российской Федерации, по всей Российской Федерации идет замена федеральных учебников по разным предметам. Мы ранее об этом докладывали нашему уважаемому главе Рамзану Ахматовичу. По его поручению были выделены соответствующие средства. Мы уже сегодня, 30 июля, получили первую партию этих учебников. Это история древнего мира, это история нашего времени, всеобщая история Российской Федерации. Передаем эти учебники в канун нового учебного года всем нашим школам, чтобы уже они успели в школьных библиотеках провести соответствующую замену в классах по тому или иному количеству. Мы эту работу, конечно, должны продолжить. Дальше нам предстоит включить в перечень федеральных учебников. Это уже история родного края. Мы все помним также, что мы Рамзану Ахматовичу об этом докладывали. Учебник подготовлен. Сейчас проходит последняя экспертиза. Мы знаем, что учебник предоставляется бесплатно. И всю эту работу, благодаря поддержке Рамзану Ахматовичу, нам в этом году удалось завершить. Пользуясь случаем, я выражаю ему огромную благодарность за поддержку и в обновлении перечня учебников, и, конечно же, подготовки наших школ к новому учебному году. В самом сердце Грозного развернулась уличная выставка пленэрных работ. Эти яркие полотна – плод совместного творческого проекта между Санкт-Петербургской академией художеств имени Ильи Репина и Первой столичной детской художественной школы. В каждой картине живая палитра эмоций, отражающая уникальную природу, богатую историю, самобытную культуру Кавказа. Репортаж Рабиат Гайтиевой. В течение 3 недель участники проекта, студенты старейшего художественного вуза России и юные художники из Грозного путешествовали по республике с этюдниками в руках. Их маршрут включал озеро Кизиной-Ам, Аргунское ущелье, Ведено и, конечно же, сам Грозный. Я очень рад, что появилась возможность привозить студентов, провести здесь практику у нас в республике. Студенты, они просто сами, даже не нужно им как-то подгонять, они сами ходят и пишут. То есть сама атмосфера здесь, она вот именно рабочая такая. То есть они и отдыхать успевают, и работать плотно. Кто-то встает в 4 утра, идет куда-то в горы писать там и крепости, и башни, и животных. То есть передает состояние вот этой гор, природы. То есть ожидания оправдываются. На выставке представлены десятки живописных и графических полотен, запечатлевшие природную красоту и архитектурные достопримечательности региона. Все эти картины несут в себе маленькую историю и задумку каждого художника. Для них они вставали с первыми лучами солнца, чтобы запечатлеть утреннюю красоту Шатоя. Для других следили за развивающимися на ветру цветами лугов Хоя. Именно такие впечатления и вдохновляют юных авторов продолжать учиться, чтобы сохранять культурное и историческое достояние Чеченской Республики. Не просто в музеях, но и в живом творчестве, рождающемся здесь, на своей родной земле. Мы очень рады, что участвовали в этом проекте и собираемся ежегодно продолжить. Надеемся, что будем продолжать в том же темпе и, соответственно, будет и увеличение учащихся. Сегодня это был как вот пробный. Среди участников 14-летняя Камила. Эта поездка, по ее словам, стала настоящим открытием. Она впервые увидела свою республику глазами художника и поняла, как важно уметь передавать красоту родной земли. Эту работу я сделала лайнерами и другими материалами. Я опиралась на эскизы, которые я сделала в Кизино. Я делала ее не с фотографии, а именно с эскиза. Мы все эти фотографии, все эти рисунки, которые здесь вообще в принципе есть, они все нарисованы с натуры. Прохожие останавливались, чтобы рассмотреть знакомые пейзажи, но увиденные кем-то иначе. Искусство, вынесенное на улицу, перестало быть чем-то далеким. Оно стало частью повседневности, напоминая каждому: наши пейзажи живут, пока мы умеем их замечать. Вдвойне приятно, что наши дети, начиная с 12 и кончая 15-16 лет, показывают такие великолепные результаты, что даже не всякий взрослый может проявить себя именно с этой точки зрения. Чеченская земля полна образов, достойных холста. И пока есть те, кто готов их писать, у культуры здесь есть будущее. Рабиат Гайтиева, Джабраил Хаджиев, Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. Турнир по смешанным единоборствам, приуроченный к 74-летию со дня рождения первого президента Ахмата Хаджи Кадырова, потряс Ведено. Зрители стали свидетелями 65 бескомпромиссных поединков по ММА от первого до последнего гонга. Каждый бой – демонстрация мастерства и воли к победе.
Кто стал триумфатором вечера, в репортаже Ахмеда Рамазанова. Ведено. Село с богатой спортивной историей сегодня стал ареной для настоящих бойцовских баталий. На этот октагон уходят сильнейшие атлеты с республики и субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Турнир по смешанным единоборствам посвящен 74-летию со дня рождения Ахмата Хаджи Кадырова. Ахмат Хаджи Кадыров не просто верил в силу спорта, он сделал его инструментом воспитания молодежи. Именно при нем началось возрождение национальных единоборств. Сегодняшний турнир – прямое продолжение его дела. За последние 5 лет в республике подготовлено 12 чемпионов мирового уровня. В турнире участвует более 130 бойцов со всего Северного Кавказа. Это не просто соревнование, это дань памяти человеку, который заложил традиции развития спорта в нашем регионе. До начала главного карда на разогревочных боях выступали молодые представители бойцовских школ республики. Для них это был шанс проявить себя, показать, на что они способны. И самое главное, продемонстрировали зрелищные бои. В течение дня зрители увидели напряженные схватки в нескольких весовых категориях. Бойцы продемонстрировали высокий уровень мастерства, а некоторые поединки завершились досрочно, эффектными нокаутами и сабмишинами. На трибунах особая атмосфера. На соревнованиях собрались очень много болельщиков и некоторые звезды лиги ACA, которые с азартом поддерживают участников, подсказывают, как им действовать в той или иной ситуации и между перерывами мотивируют. Очень впечатлен турниром такого уровня, очень на самом высоком уровне, как будто самые лучшие профессиональные бои. Ну, на самом деле так и есть. Свет, музыка, звук, все очень. Бои тоже очень зрелищные. Сказать, зашкаливает впечатление, если так сказать. Очень хорошие, интересные бои. Турнир проходил при поддержке Республиканского фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова и регионального министерства спорта. Организаторы подчеркнули, что турнир не только популяризирует ММА среди молодежи, но и продолжает традицию чествования первого президента региона через спорт, который он считал важным инструментом воспитания подрастающего поколения. Ахмед Рамазанов, Саид Эми Мусаев, Ахмед Хазриев, Вести, Чеченская Республика. Напряженные партии, интересы и стратегии, порой совсем неожиданные ходы. В Грозном состоялся турнир «Последняя среда июля» по шахматам. За досками встретились более 30 спортсменов. За игрой следили квалифицированные арбитры. А кто показал лучший результат, расскажет Лимда Джамалдинова. Ходы просчитываются на несколько шагов вперед, а каждый матч как интеллектуальная дуэль. Здесь на шахматной доске побеждает не сила, а стратегия, выдержка и холодный расчет. В тишине зала слышен только звук часов. Шахматный турнир «Последняя среда июля» собрал десятки участников, от юных дебютантов до опытных игроков с разных регионов страны. Формат называется 5+3, то есть на одну партию 5 минут и 3 секунды на каждый ход. Всего 10 туров. У нас очень мощные игроки, гость с Москвы, из Дагестана и наш онлайн-гроссмейстер Бимиев. Самому юному участнику турнира Абубакару Шапиеву 8 лет. Несмотря на свой возраст, он ловко обыгрывает опытных шахматистов. Когда мне было 7 лет, мне дедушка сказал: ты хочешь играть? Хочешь научиться играть в шахматы? Я сказал да. У меня сестра уже ходила к тренеру. Потом меня дедушка к нему тоже записал. Потом я начал ходить, научился играть. Участники сражаются в классических и блиц-партиях. Турнир проходит по швейцарской системе. Для многих это настоящая тренировка логики и выдержки. За шахматной доской важны не только знания теории, но и психологическая устойчивость. Как показывает практика, интерес к этой игре с каждым годом растет.
Победители получили медали, дипломы, ценные призы и денежные вознаграждения. Лучшим среди всех стал Ахмед Бимиев. Он обыграл всех соперников в разных категориях. Второе место забрал Магомед Бангаев, ну а третье ушло к Адаму Шапиянову. Все они показали уверенную игру и продемонстрировали высокий уровень подготовки. Лимда Джамалдинова, Алисхан Кацулов, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунтах Вайнаха в социальных платформах. Я Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.